У берега реки Аса в сельском поселении Нестеровское не просто субботник, а целый экологический марафон. До начала экоакции участникам необходимо пройти регистрацию и получить необходимый инвентарь. На сегодня это перчатки, футболки, ветровки, мешки для сбора мусора, ну и, конечно же, нельзя забывать о желании помочь природе. Ну а пока не началась официальная часть мероприятия, можно станцевать лезгинку, а заодно и размяться. Экофестиваль проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России». В этот раз Большой Субботник собрал по всей республике более 2000 активистов, в том числе и почетных гостей. С приветственным словом к участникам экоакции обратился глава региона. Мы рады видеть вас на нашей земле, на земле прекрасного субъекта нашей большой России, Республики Ингушетия. Здесь собрались в основном те люди, которые обеспокоены экологией, чистотой земли, воды и всего, что нас окружает, флорой и фауной. Но вам скажу, экологией не занимались раньше, занимались относительно. И благодаря нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу я помню, что были изданы законы экологии, чистая вода. И эти все указы притворялись в жизнь, начали заниматься теми вопросами, которые беспокоят каждого человека. Но у нас ведь такие прекрасные реки. У нас, если взять от Жайраха, Фортанга, они настолько прекрасные у нас. Зачерпнул кружку и спокойно можешь ее попить. Но в некоторых местах теперь мы немножко, как скажем, повредили наши водные ресурсы. Поэтому мы сегодня, могу вам сказать, у нас открыт цех сейчас по очистным сооружениям. Фирма московская, она теперь строит завод у нас в Карбулаке, завод очистных сооружений. И мы ни одну школу теперь, ни один детский сад, любой социальный объект или другой, мы обязательно в проект выносим, чтобы было очистное сооружение, которое частное лицо ли, физические, юридические лица, они должны сегодня и обязаны обеспечить очистными сооружениями каждый объект. И это очень важно. Но я хотел бы сказать огромное спасибо Илье Андреевичу, который сегодня здесь присутствует, и другим участникам, кто сегодня участвует. И должен вам сказать огромное спасибо. Мы должны оставить чистую воду, берега, лес, оберегать это все. Поэтому огромное спасибо каждому из вас здесь находящемуся. Поэтому я хотел бы, чтобы мы выработали такую систему, которую бы каждый раз, каждый год, в месяц, полгода мы всегда обращали на нашу экологию, потому что она у нас прекрасная природа. Поэтому я вам благодарен. Я думаю, мне немножко мусора оставили, я соберу тоже, пойду. Поэтому удачи, спасибо еще раз. В числе экоактивистов уже не первый год актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая также является активной защитницей природы. Девушка принимает участие в различных экологических акциях по всей стране. Своим примером старается мотивировать подрастающее поколение беречь окружающую среду. Привет, солнечная Ингушетия! Привет, Аса! Друзья, я очень рада вновь оказаться на вашей гостеприимной земле. Спасибо большое каждому из вас за то, что вы сегодня пришли, не поленились в выходной день с утра и стали частью всероссийской акции «Вода России». Давайте все друг другу похлопаем. Молодцы! Сегодня мы должны всем доказать, что счастье человека в труде. Сделаем очень доброе дело, потому что мы часть природы и должны о ней заботиться и любить ее. Кто соберет больше всего мусора, добавлю в друзья ВКонтакте. Давайте больше фотографироваться, выкладывать все в соцсети, чтобы все узнали о нашем грандиозном субботнике. За работу!
все! Церемония открытия экомарафона плавно переходит к сегодняшней главной миссии. Участники субботника отправляются на расчистку территории. Различный мусор собирают по отдельным мешкам. Пластик, металл, бумага и стекло не должны складываться в один мешок. Принцип раздельного сбора работает и здесь. Ну, я как, в первую очередь, житель республики, для меня важно, чтобы нашей республики поддерживать чистоту. И тем людям, которые здесь приходят, чтобы соблюдали чистоту, как это у нас принято по канонам ислама. Ну, я решила принять участие не только в свою пользу, но еще для пользы моих, как бы сказать, окружающих людей, которые тут живут, потому что все-таки это мусор засоряет экологию, как бы дышать животные тоже тут всякие кушают этот мусор. И я решила просто так поучаствовать. Вы волонтеры-экологи, вот надев вот эту вот футболку, да, какую ответственность на себя берете? Ну, большая часть, это большая ответственность, конечно, для меня, чтобы помочь как-то для своей республики, что-то как бы я как бы какое-то участие хочу принять, ну и вот решила стать как-то волонтером, чтобы принять хоть какое-то участие, хоть это и малая часть, что я могу сделать. Акции, где вы еще можете? Мы еще во многих акциях мы участвуем, ну как бывает возможность, выезжаем и помогаем. Участие в сборе мусора приняли и почетные гости. Руководитель республики отметил положительную динамику, которая наблюдается в регионе в сфере экологии. У нас ведь нет промышленности такой вот серьезной, металлургии нет такой, чтобы мы могли озабоченным быть в части того, что загрязняется атмосферный воздух или что-то еще. Главам района, вот когда проводится вот такое мероприятие, надо сельских поселений сказать, чтобы они в этот день проводили субботник у себя на улице. Каждая улица, каждое сельское поселение, района, города. Я думаю, люди выйдут. Люди выйдут в свою улицу, почистят, я полагаю. К весне, вот начинается весна, да? У нас субботник не зря в свое время был всесоюзный. Да. А я думаю, и осенний нужно. Ингушетия уже несколько лет является активным участником всероссийской акции «Вода России», реализуемой в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Ингушетия не раз возглавляла рейтинг регионов страны по итогам акции. Во-первых, грамотная работа и администрации, и Министерства природных ресурсов Ингушетии, и такая коммуникация с людьми, и с главами муниципалитетов. А самое главное, это то, что действительно люди верят в то, что они вот малыми делами помогают сделать действительно очень большое дело. И, надо сказать, мы вот вместе все тут очень потрудились, чтобы найти место, где проводить эту акцию, потому что достаточно чисто везде. Вот. И в этом смысле, конечно, что говорить, цифры говорят сами за себя. Каждый третий житель Республики Ингушетия участвует в акции «Вода России». И это уже давно, на протяжении почти 10 лет. Вот. И я могу сказать так, что здесь такая слаженная работа команды большой и жителей, и это дает большой результат. Общими усилиями активисты собрали 1424 мешка мусора. Завершился экомарафон церемонией награждения участников акции и республиканских экоактивистов. По итогам первое место заняли волонтеры-экологи «Добро-центр», второе – активисты движения «Делай» и третье – студенты колледжа архитектуры и дизайна. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.